Добрый день. Я Кирилл Переходенко, историк-геральдист, член правления Союза геральдистов России. И сегодня мы с вами продолжаем говорить о геральдике, а именно о гербах башкирских родов. Мы уже с вами успели познакомиться с целым рядом проектов гербов для различных родов. И сегодня еще один герб мы вам представляем. Это герб рода Кыргыз. Так же, как и другие гербы, этот герб был построен на определенных принципах. В первую очередь, он соблюдает все правила геральдики, а также, как и другие башкирские родовые гербы, герб рода Кыргыз был основан на той символике, которая уже существовала в истории рода, которая известна, и поэтому она бережно сохранена и внесена в герб. А именно, собственно говоря, традиционная символика у многих башкирских родов восходит к народному сказанию «Дафтар и Чингис-Наме». Это же справедливо и для рода Кыргыз. Согласно преданию, основатель рода получил знаки от самого Чингисхана. И сказал Чингисхану Калдарбию, как говорится в предании: «Эй, Калдарбий, пусть твоим деревом будет сандал, птицей голубь, боевым кличем орал». Таким образом, мы видим, что в гербе помещены и древо рода, это сандал, мы можем видеть его ветвь, и птица, голубь. Но помимо этих двух основных элементов есть еще боевой клич, девиз, который помещен на ленте под гербом. И есть еще тамга, которая также помещена в герб. Здесь мы видим героическую фигуру перевесь, на которой в центре помещена тамга в виде старинного элемента одежды фибула, что также подчеркивает древность рода. Вот. Также на этой перевязи мы видим еще два колеса изображенных. И, собственно, что же означает сама перевесь и эти колеса? Перевесь – это аллегория дороги и напоминает о многочисленных исторических кочевых перемещениях рода. А колеса напоминают о легенде, согласно которой Калдарбей сделал телегу для спасения Чингисхана. То есть вот эти вот колеса напоминают о том историческом факте, да, может быть не факте, это может быть, конечно, и предание, но тем не менее это сохранилось в истории рода, и это является уже фактом родовой памяти. Вот. Собственно говоря, герб также, как и другие гербы, дополнен бессословным шлемом. Традиционным элементом герба здесь использован старинный башкирский шлем. Намет выполнен из кольчуги с тканью. Кольчуга – это еще один традиционный элемент башкирской символики, которую беи, основатели рода, получили от самого Чингисхана. И здесь мы видим, что на намете, окружающем щит, намет – это такое украшение, кольчуга лежит сверху, и она подбита тканью. Такое сочетание показывает именно на то, что данную именную кольчугу основатель рода Кыргыз получил именно от самого Чингисхана. Вся эта композиция герба по своей структуре похожа на другие гербы, но по своему содержанию уникальна и отражает именно своего владельца будущего, это род Кыргыз. Спасибо за внимание. Буду рад еще рассказать про новые гербы, встретиться с вами в этой аудитории. Всего доброго.